Здравствуйте! В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. На этой неделе исполнилось бы 70 лет первому президенту Абхазии, выдающейся личности в истории нашей страны Владиславу Ардзинбе. Это событие стало основной темой нашей передачи, которую мы обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас о других заметных событиях уходящей недели. Обзор новостей представит Ролан Матуа. 12 мая Донецкая Народная Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Указ об этом подписал накануне глава ДНР Александр Захарченко. Министерству иностранных дел ДНР поручено провести переговоры с абхазским руководством об установлении дипломатических отношений в обмене дипломатическими представительствами на уровне посольств и оформить достигнутые договоренности соответствующими документами. Указ вступил в силу с момента подписания. Хотел бы поблагодарить в первую очередь это главе Донецкой Народной Республики Захарченко Александру Владимировичу и народу Донецкой Народной Республики за дружественный братский шаг о признании нашей независимой республики Абхазии. 12 мая в Кварчале открыт первый памятник Владиславу Ардзинбе в Абхазии. Бронзовый бюст первому президенту установлен в центре города-героя. На церемонии присутствовал президент Рауль Хаджимба. Честь открыть памятник предоставили Нури Матуа, отцу двух сыновей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, и сыну погибшего воина Рамаза Карба Рустаму. Авторы памятника Владиславу Ардзинбе Руслан Габлия, Сергей Хибба и Амиран Адлиба. Главное, к чему стремились они при создании бронзового бюста, передать мужественность и стойкость духа абхазского лидера. 12 мая исполнилось бы 98 лет народному поэту Абхазии Баграту Шингбе. Руководство страны во главе с президентом Раулем Хаджимбе, представители общественности и учащиеся школ возложили цветы к памятнику Баграта Шингбе в парке, носящем имя народного поэта. Баграт Шингбе – автор романа «Последний из ушедших», поэмы «Песнь о скале», «Колыбельной Махаджиров» и многочисленных стихотворений, вошедших в Золотой фонд абхазской литературы. По проблематике вообще существования таких народов, как мы, в его произведении об убыхах, которые исчезли, они фактически, может быть, единицы есть. Но отсутствие языка сегодня не позволяет говорить о том, что этот народ жив и есть. Вот нам надо думать о том, чтобы впоследствии и сегодня сделать все для того, чтобы язык абхазский звучал, чтобы наш народ развивался, чтобы мы государственность не утеряли. Стоимость услуг машино-тракторных станций уменьшена вдвое. Об этом 13 мая сообщил замминистра Владимир Дауров на совещании, состоявшемся в Минсельхозе. Так, крестьянину тракторист МТС спашет 1 гектар земли всего за 1212 рублей, тогда как до недавнего времени эта услуга стоила вдвое больше – 2590 рублей. На совещании также обсуждались вопросы установления цен на выполнение основных видов весенних сельскохозяйственных работ, о состоянии техники МТС. Была также поднята проблема участившихся случаев нападения на домашний скот диких животных. 13 мая в Сухуми прошел первый международный фестиваль боевых искусств «Абраскил-2015», приуроченный к 70-летию Владислава Ардзинбе. Участие в нем приняли более 150 борцов. Самбо, дзюдо, кёкусинкай, смешанное единоборство. 10 видов дисциплин были представлены на фестивале. Состязания в разных возрастных группах показали высокий уровень подготовки спортсменов. В этом году турнир прошел как показательное мероприятие, но его организаторы заверили, что фестиваль станет традицией и будет проводиться ежегодно. Дальше тоже будем развивать этот фестиваль и будем потихонечку подключать и национальные виды единоборств, то есть это национальный вид борьбы. Ну, соответственно, будем потихонечку увеличивать количество участников, гостей и так далее. Мы максимально будем прикладывать содействие, делать все возможное для того, чтобы детей вытащить из улицы, чтобы они были заняты спортом и физическим воспитанием. Глава правительства Абхазии Артур Миквабе представил коллективу управления государственной статистики нового руководителя Каму Гоги. Как отметил премьер, статистика играет очень важную роль в проводимых в государстве реформах. Артур Миквабе выразил надежду на хорошую и плодотворную работу всего коллектива. Игорь Казанба назначен генеральным директором госкомпании «Абснергылара» распоряжением министра экономики Адгора Ардзинбе. Министр представил коллективу госкомпании нового руководителя. Адгор Ардзинбе поблагодарил коллектив за проделанную работу, дав ей высокую оценку.
14 мая в Абхазии отметили 70-летие со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба, великого сына абхазского народа. В Сухуми прошел ряд памятных мероприятий. По традиции начались они с возложения цветов к памятнику погибшим в парке боевой славы, затем к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера. Памятные мероприятия продолжились в Государственном музее боевой славы, где открылась экспозиция рабочего кабинета первого президента и юбилейная фотовыставка, а также состоялась презентация книги «Слово о первом президенте» Владимира Зантаря и нового фильма Эммы Ходжава и Тимура Кучебери о Владиславе Ардзинба «Избранный». Накануне президент Рауль Хаджимба принял представителей Федерации абхазских культурных центров Турецкой Республики. Наши соотечественники приехали на родину для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Владислава Ардзинба. Представители диаспоры подчеркнули, что для них имя Владислава Ардзинба – это символ непобедимого духа абхазского народа. Абхазия в мировой истории и международных отношениях. Так называется международная научная конференция, приуроченная к юбилею Владислава Ардзинба. Она проходит с 14 по 17 мая. 15 мая состоялось пленарное заседание. На нем присутствовали министры культуры, образования и науки, иностранных дел, ученые. В работе конференции приняли участие гости из различных вузов и научных центров России. 15 мая Беслан Хакба назначен министром внутренних дел Абхазии. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Ранее своим указом Рауль Хаджимба освободил Рауля Лолу от должности министра внутренних дел Абхазии по собственному желанию. В этот же день Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра. 7-й отдел выведен из структуры Государственной службы охраны. Указ об этом подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Согласно указу, военнослужащие 7-го отдела ГСО выведены за штат до завершения организационно-штатных мероприятий. По мере определения пригодности физической и профессиональной, военнослужащие 7-го отдела и по итогам аттестации будут зачислены на военную службу в службу государственной безопасности Абхазии. Недвижимое имущество, транспортные средства и вооружение, используемые 7-м отделом, сохранено за Государственной службой охраны. 15 мая, согласно ранее достигнутым договоренностям, состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи в сочинской резиденции президента России обсуждался широкий круг вопросов российско-абхазского сотрудничества в свете реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Очень рад вас видеть. У нас есть возможность сегодня поговорить о том, как началась реализация подписанных межгосударственных документов. Я считаю, что очень важно и обстоятельно. Я искренне благодарен вам за приглашение, которое было дано нам. И мы присутствовали на достаточно знаменательном для наших народов празднике победы над фашизмом. Со времени подписания между Россией и Абхазией договора о союзничестве и стратегическом партнерстве реализовано ряд положений. Подписано сегодня уже соглашение о пенсионном обеспечении, соглашение о повышении заработной платы отдельным категориям бюджетников. Сегодня идет работа, активная работа по материалам, связанных с работой обороны, тематики пограничной и работы с органом внутренних дел Абхазии и России. Развитие отношений между Абхазией и Россией идет достаточно в активном отношении, развивается динамично. Таковы наиболее заметные новости этой недели. А сейчас перейдем к самому значимому событию последних дней – 70-летнему юбилею Владислава Григорьевича Ардзинба. Поделиться воспоминаниями о своем близком друге и соратнике мы пригласили журналиста и публициста Виталия Зиевича Чамагуа. Здравствуйте, Виталий Зиевич. Добрый день. Виталий Зиевич, вся эта неделя в нашей стране прошла под знаком первого президента. Каждый в эти дни вспоминал своего Владислава. 14 мая сотни и сотни людей пошли к мемориалу Ардзинба в селе Нижняя Ишера, чтобы поклониться его памяти. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели сюжет о том, как это было. Народная любовь приходит лишь к тем, кто ее заслужил. Это люди избранные. Даже с течением времени и сменой поколений настоящая любовь к герою не увядает. Несомненно, слова «наш Владислав» навсегда останутся на устах абхазского народа.
Величие этого человека будет еще более отчетливо видно, когда пройдут годы. Знаете, как говорят, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Это глыба. Чем дальше, тем больше он будет стоить для нашего народа, для Абхазии. Благодаря его духу, наверное, была победа взята, потому что он большую поддержку оказывал в то время своему народу. Воинственный человек был, любил обсны. Народ не забывает своих героев никогда. Владислав Григорьевич Арзенбах, Абхегылой, Батуик, Занабрида Хамыштоханги, Я с ним был очень близкий. Он до конца жизни, он был для меня Славиком. Потом называл я его, уже будучи даже президентом. Мне многие говорили, как Владислав? Я говорю, что я его назову Владислав Григорьевич, он обидится, ты что это? Ой, это много у меня сейчас, много можно сказать. Как-то сидим, охрана вокруг, я говорю, Славик, человек, кем бы ни был бы, сколько бы он ни жил бы, но все равно умирает он. Я говорю, нас всех сюда принесут, потому что мои родители уже там похоронены были. А я говорю, ну тебя, конечно, он сказал, мое место вот здесь, говорит. Сегодня прозвучит, естественно, абхазские мелодии в органном переложении, а также Кристина Эшба исполнит абхазскую песню «Ахрафе». Также прозвучит, конечно, органная классика Бах и Дюбуа. Очень приятно выступать в рамках чествования юбилейного года Владислава Григорьевича, и тем более, что открытие выставки, конечно, трепетно, очень-очень приятно. Даже пришлось отменить некоторые концерты в России, но мы здесь, и мы с удовольствием. Мы хотели, конечно, чтобы каждый приходящий сюда прикоснулся к духовному состоянию самого Владислава, потому что он ушел из жизни, но он оставил свой духовный мир здесь. И мы имеем возможность прикоснуться к этой духовности, к этой высоте. Владислав Григорьевич Арзенбах, патриот
Аҿар ихьыԥшыр уи амҩа иаша иқәлт ҳасгәы иаанагоит, избанзар уи еиԥш ауаа шәышықәса рыла зныкоуп ианио. Кто нам расскажет, кто такой Владислав Григорьевич Арцинба? Кто о нем слышал? Он президент. Он был хороший и умный. Он дал нам победу. Сегодня ему 70 лет исполняется. Виталий Зиевич, только что закончился сюжет, и хотелось бы сказать, что, по-моему, замечательно, что отношение к первому президенту наших людей остается личностным. Оно лишено какой-то официоза, помпезности, да. И в этой связи, по-моему, было бы важно, чтобы люди, которые лично его знали, близкие ему люди, могли рассказать о нем что-то особенное или о чертах его характера. И в связи с этим вопрос: скажите, с чего началось ваше знакомство, как формировались ваши отношения? Я понял. Ну, конечно, грустно, когда смотришь эти кадры. Все-таки человек еще мог бы прожить намного больше, по абхазски возраста до 100 лет, даже и больше. Но, видимо, все-таки сказалась тяжесть руководства республикой, борьба вся эта, естественно, сказалось все. И вот мы сегодня отмечаем без него его 70-летие. Что касается вашего вопроса, я все-таки хочу, чтобы люди знали, не все же понимают, что меня свела судьба с Владиславом Григорьевичем в 1989 году. То есть я 20 лет, даже больше, как бы был главным редактором, около 20 лет, и мы сотрудничали вместе. 5 лет одновременно я возглавлял один из отделов администрации президента. Так что я практически каждый день, я не могу сказать, но неделю 2-3 раза я беседовал с ним, получал установки, там, разговаривали о проблемах, о том, о сём. Вот все-таки я бы хотел бы начать с первого периода нашего знакомства, который показывает, каким он был все-таки человеком целенаправленным, внимательным. И в то время у него уже проявлялись качества, такие замечательные качества, которые нас привели к свободе и независимости. Это, знаете как, они же не сразу человека выдают, а постепенно все это. Я вот вспомнил не просто так 89-й год. Это был очень напряженный год для абхазского народа. Но мы встретились, я хочу уточнить, до столкновения 15-16 июля за несколько месяцев. Я работал в отделе пропаганды обкома партии, вдруг неожиданно появляется Владислав Григорьевич. Ну, уже он был директором института, естественно, уже был депутатом, но, видимо, и занимался вопросами. И он меня отвел в сторонку из кабинета, вызвал и говорит: давай пойдем в обкома, нужно, говорит, срочно создать историческое общество Абхазии. Я-то знаю прекрасно, что это быстро так не создается, но я посмотрел такой напор, говорю: пожалуйста, пойдемте. Тогда мы, значит, это... Первая наша вроде встреча это была. Вот. Хотя я знал, что директор института, что депутат. Но это не знать невозможно было в нашем абхазском обществе. И вот мы пошли к секретарю обкома, и он настойчиво, прямо ему тоже, как и мне, сказал: это нельзя оттягивать. Видимо, был он лоббистом абхазских историков в хорошем смысле этого слова. И я, к моему удивлению, это было проделано за несколько дней. Это общество было создано. Вот такой напор, такая вот, значит, у него энергетика тогда присутствовала, что это было сделано. Теперь я хочу напомнить о другом факте, о котором вообще мало кто знает. Вот начались столкновения 15-16 июля 1989 года. Мы видим, что абхазы наши безоружные стоят на площади, грузины вооружены до зубов, улица Чанба, на Алзге там 30-тысячная толпа. Руководство Абхазии, прямо скажу, растеряно. Ну и невозможно было растеряться, потому что силы были несоизмеримые. Уже на Красном мосту произошли уже убийства, в том числе, если вы помните, братьев Квициня, там вот это вот. И теперь мы, абхазская часть обкома, мы раскололись, там тоже, грузины отдельно, абхазцы отдельно, и мы теперь думаем, как же помочь нашему населению. Там женщины, дети безоружные стоят, в общем так вот. И я тогда обратился к Ивану Шаибовичу Цушба, который был ближайшим товарищем и другом Арцинба, потому что они учились вместе на историческом факультете и жили в одной комнате в студенческом доме, вот так называемом доме студенческом. И они были друзья. Я говорю: Ваня, давай позвони своему товарищу Арцинба,
Ну, даже войска вызывать надо, иначе мы здесь не выдержим напора этого. Он говорит, очень хорошо, мы пошли в кабинет. А у нас телефоны такие были, что напрямую можно было связаться. Была суббота, выходной день. Он моментально связывается с Арзенбо и сообщает ему о ситуации. Говорит, вот такое-то положение. У нас хорошо, говорит, я сейчас же займусь, говорит. Сейчас же, говорит, одно есть много, говорит, потому что это же Россия, там выходной день. Все начальники на дачах находятся. Я сейчас же подниму Лукьянова, говорит. Он был тогда, возглавлял Верховный Совет. Я подниму, говорит, КГБ, говорит, МВД подниму, говорит, сейчас же. Только перезвоните мне, подумал и говорит, через 1,5-2 часа, говорит, обязательно перезвоните мне. Ну, мы думаем, суббота, это же тяжело все это делать. Подождали и все-таки опять позвонили ему, и он говорит, я всех поднял, все занимаются абхазской проблемой, говорит, ну, войска готовят, это внутренние войска были в то время при Министерстве внутренних дел. И все будет, все сделано для того, чтобы вам быстро перебросили, говорит, эти войска. А я знал уже по практике, что, помните, Баку, Сумгаит, это неделю тянулось, пока перебросили. И я говорю, Ваня, спроси, говорю, это нам нужно быстро. И Ваня ему говорит, ну, насколько это быстро, говорит, Сушпа спрашивает его. Насколько это возможно, я ускорю, говорит, я сделаю так, чтобы на следующий день у вас были войска. Говорит, ну, мы просто не поверили в это, вы понимаете. Ну, я так полагаю, что, видимо, сказалось, что он уже был членом Верховного Совета. Он уже выступил 2 июня 1989 года. Он уже стал для Москвы, для России уже определенным образом знаменитым человеком. Потому что в то время с таким выступлением, с таким докладом, что он сделал, это не каждый мог. Это министр иностранных дел Шеварнадзе сидел там, если вы помните. Это был очень такой смелый доклад. И не только абхазцам он понравился. Вот мы думаем, только нам понравился. Ничего подобного. В то время российская элита, русские генералы, русские писатели, поэты, они, конечно, у них в душе все это было. Они могли все это высказать, что хотели. И в адрес Грузии, и в адрес Шеварнадзе. Они знали, что он разрушает Советский Союз. Но был другом Горбачева, и ничего не получалось. А здесь представитель небольшой Абхазии все откровенно высказал о их позиции, о их политике. Так что там люди смотрели на него, в общем, как на человека, который за них выполнил их задачу. То есть он уже был знаменит. И эти силовики пошли ему навстречу. На следующее утро эти войска оказались уже в Сухуми. И такая обстановка. Там же в аэропорту их встречал министр внутренних дел Горгодзе, который направлял их удивительно не к Алцге, где 30 тысяч толпа была, а направлял их в Гудауту, где спокойно было. Вы представляете, чтобы туда, значит, дать возможность грузинам прорваться на территорию Чемчирского района. Но все равно оказался генерал Шаталин, командующий этими войсками, умным, принципиальным, честным генералом. Он разобрался в ситуации и двинул подразделение прямо на Алцгу, даже не спрашивая ни у кого советов, ничего, туда. И появился в обкоме партии. Ну вот, обычно в таких случаях мог бы другой командир приехать, вы понимаете? А приехал сам командующий. Значит, какое было все-таки уважение, авторитет Владислава Григорьевича? Я почему вот это вот так подумал? Потому что вот со слов Шаталина, мы всегда все беспокоились о ситуации, переживали за свой народ. Я нашел момент в коридоре, остановил Шаталина. В кабинете я его не мог, потому что я был не такой большой начальник, он от первого секретаря выходил, а подошел я к нему, когда он проходил, я обратился, товарищ генерал-полковник, говорю, ну, взволнованным голосом, говорю, наш народ, говорю, может быть уничтожен, говорю, силы, говорю, несоизмеримые. И вот он, что мне ответил. У меня другая информация. Ваш народ, как я знаю, дал достойный отпор экстремистам. И не волнуйтесь, теперь мы поможем. Все будет в порядке. И знайте, что ваш представитель в Верховном Совете никому не позволит расслабиться в подобной ситуации. Говорю вам это на собственном опыте. Вот тот момент, который еще белое пятно в биографии Арзенбо, которое мало кто об этом знает. Вот это, так сказать, его вклад в то, что мы тогда не понесли огромных потерь. Вот такое столкновение. Спасибо. Виталий Зевич, вы как-то сказали, что Владислав Арзенбо для вас не соратник, а друг. Вот в чем разница, скажите? Ну, вы знаете, понятие в политике «друг» – это такой сложный вопрос. Я думаю, что в политике друзей не бывает. И это, может быть, несколько цинично, но это факт. Мы убедились это в конце уже правления Владислава Григорьевича, что у него друзей практически не осталось. Да, были верные его ребята, которые окружали его охрана, его помощь. Это безусловно. Но такое слово, знаете, соратник. Соратник такое слово, если посмотреть словарь, соратник – это ратники, которые, значит, рядом воюют плечо о плечо, естественно, друг за друга несут ответственность. Но есть еще второй смысл этого слова – те, которые идут рядом. Вот таких, наверное, много было, которые шли рядом, а потом потихонечку отходили. Владислав же, вот, когда началась война, убедился, что
что у него оказались такие службы, которые, в принципе, его не поддерживали. Особенно я имею в виду службы, силовые структуры. Ведь ни одна силовая структура не дала ему своевременно сведения о том, что грузины там подготовились к войне. Ни одна силовая, ни МВД, ни КГБ, ни даже наши некоторые армейские вот эти вот, да. Он когда послал, кстати, армейскую разведку, он мне сам говорил, она пришла и сказала, что не видим грузин, там никого нету. Вот так это было в начале войны. Насколько мы знаем, насколько я знаю, да, это объяснялось внезапностью как бы вторжения. Вы знаете, внезапно за 1 час вторгнуться невозможно. Грузины готовились там не 1 день, конечно. Они не такие, они уже вояки, чтобы за 1 день вторгнуться и тому подобное. Они там готовили состав, когда погружались на него. Но они, насколько мне известно, потом со слов Арзенбаха мне рассказывал, что они рассредоточились по селам, по этим домам, все спрятались, но в один момент они начали грузиться. В принципе, я вам уверяю, что грузинские активисты в Сухуми примерно все знали, что будет война. Но ведь спецслужбы должны были докладывать Владиславу Григорьевичу. Когда я к нему зашел в кабинет к нему зашел, это было где-то 14 августа, это было где-то около 12 часов дня. Он мне говорил, что... Я спросил, что случилось? Говорят, грузины вошли в Абхазию, торгнулись. Он говорит, да, говорят, что они в районе Гуль-Рипса находятся, там подходят к Гуль-Рипшу. А в это время начался обстрел его же администрации президента. Вы понимаете, они уже здесь находились. А рядом с Арзенбахом кто находился? Ни один работник спецслужб не был там. Там был я, гражданский человек, там был Станислав Лакоба, там был Ашхатцава Владимир Адашевич. Вот нас 3 человека. В приемной был министр внутренних дел, так не соизволил зайти к Арзенбаху. Когда мы выходили с Арзенбаха, он не хотел, кстати, уходить оттуда. Когда мы выходили, его уже там не было, как ветром сдуло. Вы представляете положение главы республики? Вот такое было начало. До этого вы говорили о том, что к концу жизни у Арзенбаха оставалось все меньше и меньше друзей. Это мало кому понравится. Это не я сказал. Если обратиться к его публицистике, кстати, она была собрана в сборнике «Мысль на смерть, чтобы жить», там четко сказано им в его интервью, что он как историк познал сущность, и людей, и политики. Когда мы говорим о соратниках, мы должны разделить периоды. Предвоенный период у него были соратники, военный период были соратники, вопросов нету. Но после военный период они стали рассасываться. Разве Воронов это не соратник? Тот же Станислав Лакоба в предвоенное, военное время рядом стоял всегда. Какой разговор? Скажем, там Сергей Шамба, тоже один из ближайших соратников, я ничего не могу сказать. Но мы когда берем, знаете, в таком обобщающем варианте, друг, соратник, до конца мало кто выдержал, я вам скажу. Потому что время такое, понимаете, после войны люди начинают думать о том, о сём, как бы там пристроиться, особенно выборы, они выборы, знаете как, я не против демократии. Но абхазцы не были готовы к этим процессам, вы понимаете, они расслоили наше общество, они разделили народ. Это же видно, сейчас, это же не надо даже об этом особо говорить. Разбили по квартирам всех, вы понимаете, по партиям, это есть квартиры. Я как-то, когда мы создавали партию, Владислав мне поручил создание партии, и я ему сказал, может быть, Владислав Григорьевич, это еще одно будет разделение. Он мне сказал, а ты посмотри, говорит, там уже разделили нас, говорит. Надо, говорит, просто объединять тех, говорит, кто порядочный, кто нормальный, говорит, вокруг, говорит, власти, вокруг этого. Я согласился, конечно, правильно. То есть, когда пошли такие процессы, окружение бывшее его поняли, что надо находить место под солнцем. Это не только у нас, это творится и на Западе, и везде. Просто там другие условия жизни. Мы просто должны учитывать нашу специфику и с демократическими такими методами работы и тому подобное. Это учета специфики у нас до сих пор нет, вы понимаете. Мы до сих пор негласно как бы разделенные. Надо это преодолевать. Владислав это понимал, всегда был за это. Если мы были бы разделенные абхазцы во время войны, мы бы и не выиграли в эту войну. Если бы не было Владислава, который объединил не только абхазцев, всех, кроме не грузин. Посмотрите, Блок Союз. Это разве не его заслуга? Там и армяне, там и русские, там и греки были, там все были. А ведь одни абхазцы, составляя 18%, не справились не только с войной, но не справились с проведением референдума. Помните, был референдум в 1991 году, 17 марта. А представьте себе, если бы не было выборов, я как-то говорил на конференции, если бы не было выборов в парламент, предвоенный парламент Абхазии, мы могли 18%
выиграть, мы бы имели бы те же 18% в парламенте, да. в депутатском корпусе. А когда в меньшинстве народ, союзников у него не будет, мало будет союзников. Квоты – это его заслуга. Когда квотный закон был принят, это его заслуга. И ведь мало кто знает, что он неожиданно оказался в Тбилиси. Встретился с Гамсахурди, как мы воспринимаем, ярый враг Абхазии. Вы представляете, который уничтожил, если вы не будете там, если не выйдете в союз. И он оказался на приеме у него. 2 часа они говорили о проблеме. Это ведь Владислав поставил вопрос о квотах. Не Гамсахурди предлагал. А вы представьте себе, 28 абхазцев, на 2 голоса больше грузин, которые составляют 40% в Абхазии. 26 грузин и 11 других. То есть но он говорит, до самого конца я не верил, что он согласится, говорит. И что вы там предприняли? Слушай, я решил, говорит, как-то ему, говорит, чтобы ему что-то понравилось. Говорит, он такой же, говорит, такой нарцисс. По ходу беседы, я говорю, сказал, говорит, заслуги ваши велики, но у вашего отца заслуги какие. И против Советского Союза боролся, и прекрасные книги издал. И, говорю, и назвал ему книгу, говорит, там перечислил героев, и смотрел, говорит. Мы сидели, говорит, он встает, говорит, по стойке смирно, говорит, и пожимает мне руку, и красный весь, говорит, такой, благодарный, говорит. И мне говорит, а вы знаете, говорит, вот там, кто у вас живет, грузины, говорит, они против этого квотного, говорит, они здесь жаловались. Говорит, я, говорит, согласен с вами, говорит, я знаю, что мне больше неприятностей у меня будет, но я согласен, говорит, если иначе, говорит, там мира не будет, говорит, он прозревать начал разговор, иначе мира не будет, абхазцы не согласятся, говорит, с такими выборами, я знаю, говорит, этот народ, говорит, Гамсахурди, говорит, это в разговоре, я согласен, говорит, потом подумал, говорит, Владислав Григорьевич, я понимаю, сейчас надо, говорит, зачем этим русскоязычным 11 голосов давать, говорит, может между абхазцами и грузинами разделить, говорит, вот это предложил, говорит, я понял, сегодня так надо, говорит, да, надо им тоже дать, говорит. Вот так вот Владислав добился вот этого квотного, и по квотному закону мы в парламенте оказались в большинстве. И это самое главное. Владислав добился того, что когда Шеварднадзе напал на Абхазию, он возглавлял нелегитимный Госсовет Грузии. Сам был нелегитимным руководителем, а воевал против легитимного руководства Абхазии, избранного руководства Абхазии. Это большой минус был. Шеварднадзе вспоминал не раз об этом, что это большой прокол Шеварднадзе, что, мол, это допустил, это не... Потому что, знаете, как он чувствовал, что он воюет с легитимным руководством. Если бы не такая поддержка мировая, в других условиях бы, конечно, ему это не прошло бы. Ельцинская поддержка западных стран, конечно, это привело к тому, что мы год с лишним, нам пришлось повоевать за свою свободу. В этой ситуации Арденба уже проявил себя как дипломат. Да, Гамсахурди недооценил ситуацию, и это стало нам на пользу, конечно. Да. Когда вы думаете об Владиславе Григорьевиче, что в первую очередь вспоминается? Я вспоминаю больше всего о том, что, знаете, все-таки своя профессия ближе же, правильно? Я не могу знать, там, какие у него были отношения. Знаю, конечно, приличные были отношения с генералами, со Сноливым, с Дбар, с Владимиром Аршба, со всеми у него прекрасные отношения были. Но у меня ближе журналистика. Он был очень внимательным. Он творческий человек, понимаете, по натуре. Он творческий человек, он любил просто говорить. Вот я говорю, там сидят начальники, они ждут, говорю, а мы обсуждаем, как бороться с грузинами на странице газеты «Республика Абхазия». Это после войны особенно, потому что давление сильное было. Он говорит, ты что, говорит, мы что, говорит, бездельники, что ли? Это же, говорит, слово, говорит, ты понимаешь, как это важно, говорит, что донести до людей нашу правоту, говорит, тем более в таких тисках блокады, говорит, чтобы они духом не упали. То есть он меня поддерживал тоже. То есть вот его внимание газет, не только к газете «Республика», вообще к СМИ, вообще к печатному слову. Я удивлялся, я поражался. Он, кстати, и писал под псевдонимами в газету. Это вообще никто не знает. Это когда-нибудь я об этом, конечно, скажу, пока рано. Там, потому что есть критика сильнейшая наших оппонентов, внутренних там тоже есть, да. То есть его внимание к печатному слову меня всегда поражало, и это было, так сказать, для меня важно, конечно, в этом вопросе. У меня сложились какие отношения с Владиславом Григорьевичем? Он создавал эту газету «Республика Абхазия» с нуля. Ты прекрасно об этом знаешь, сама была там, работала. С нуля создавал, естественно, это была его любимая газета. У нас были частые встречи. Надо было переориентировать общество, отстаивание своих интересов, свободы Абхазии, независимости Абхазии, а до Грузии, естественно. В начале до войны это было, мы это делалось неявно, естественно, потому что большинство все-таки не абхазское было в республике. И, надо было обдумывать материалы, каким концом их подавать, с каким смыслом. Естественно, здесь я
без помощи Владислава мне тоже тяжело было бы, я прямо скажу. Он направляющий, рука была его, безусловно. У меня выпущен свой сборник, там тоже публицистических моих публикаций в газете «Республика Абхазия», многие темы из которых подсказаны Владиславом Григорьевичем. Кроме того, я выпустил вторую книгу очерков о Владиславе Григорьевиче. Мне особенно нравилось, что он всегда делал такой упор. Опора на собственные силы. Никогда не смотрел в сторону никакого государства, не снимал шляпу, не клянчил денег. Никогда этого не было у него. Он говорил, у нас нету, мы не богатые, но у нас и долгов нету. Вы понимаете, мы жили на свои деньги. У нас была кукуруза своя, у нас была фасоль своя. Мы кормились, и мясо ели, и все ели, и свадьбы большие делали. А сегодня, посмотрите, я удивляюсь, слушайте, у нас в этом плане ни своей фасоли, ни своей кукурузы. Все краснодарское здесь лежит. Перестали люди работать. Владислав Григорьевич, чтобы не выступил квартал и раза два, и не призвал людей потрудиться на селе, особенно к сезону, там, скажем, к весне, этого не бывало никогда. Но сейчас я работаю, понимаете, вот продолжение хочу сделать, очерки или рассказы, как хотите назовите их, об Арценбе, о белых пятнах. Ведь еще много неизвестно о нем, очень много. Вот я вам один факт привел, здесь вот тоже неизвестен факт. Пытаюсь создать что-то такое, вот, которое... Но только с тем, с чем я сталкивался. Книга очерков должна, я думаю, у меня быть где-то в пределах 252, там, ну, я не знаю, сколько получится, обычно это тяжело сказать. Ну, где-то половину я уже заделал. Я думаю, что до конца года я это усилю. Виталий Зиевич, недавно парламентом нашей страны был принят закон об увековечении памяти Владислава Арценба. Но в том числе он вменяет как бы вот чиновникам и руководителям, там, администраторов организаций различных, вывешивать портреты Арценба, ну, то есть вся атрибутика, чтобы существовала. Как вы к этому относитесь? Не заставишь полюбить человека, вы понимаете? Даже при других режимах, которые были недавно, вы знаете, вот, даже когда я работал при всех этих, после Арценба, у меня был портрет Арценба. Об этом даже доносили, туда говорили, ну, там же не могли сказать, почему у тебя висит это самое, календарь, где он в военной форме. Ну, что они могли сказать? Ну, вот. Здесь, знаете как, можно в каких-то местах установить общепринятых, общедоступных мест, да, там, скажем, зал там какой-то или что-то там. Мне кажется, что Владислав этого совершенно не любил, это вот такого рода действия. Он был, формализм он терпеть не мог, я уверяю вас. Вы посмотрите, никто же не заставляет людей идти вот такие дни, печали или торжества к памятнику Арценба. Я в обкоме работал, мы людей сгоняли насильно. Памятнику Ленина, разные 7 ноября, собирали людей, звонили по всем этим. Здесь никто никуда не звонит, я вас уверяю. Люди тысячами идут. Мы там 2 часа поднимались наверх, вы представляете? И еще после нас сколько людей поднималось сюда. Так что здесь насильно мил не будешь, это русская пословица есть. Арценба прекрасно это знал. Чем больше ты это самое вот это выстраиваешь, это может корейский способ, я не знаю, но тем, мне кажется, хуже для дела будет. А может быть, я не знаю, у других другое видение, у меня такое лично. Понятно. Да. Виталий Ильич, не могу сказать, что я задала все вопросы, которые я хотела, но, к сожалению, время нашей программы тоже ограничено. Да. До свидания. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, что в нашей программе принимал участие журналист и публицист, близкий друг Владислава Григорьевича Арценба Виталий Зиевич Чамагуа. А сейчас о новостях субботы. О том, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и какие вопросы на ней обсуждались, рассказал президент Рауль Хаджиба на пресс-конференции, которая прошла в субботу 16 мая. Глава государства сообщил, что все достигнутые договоренности между двумя странами будут выполнены в полном объеме. Обсуждались вопросы, которые важны для нас, начиная от проблем границы и кончая вопросами безопасности нашего государства. Были вопросы, которые касаются и социально-экономического развития, были вопросы, которые касаются и темы кредита по железной дороге, были вопросы, связанные и с аэропортом, были другие важные для нас в первую очередь темы, которые получили поддержку со стороны главы российского государства. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время будут продолжены эти контакты и будут реализовываться те или иные мероприятия, которые мы вчера обсуждали.
Президент также ответил на вопросы журналистов, в том числе касающихся последних назначений и резонансных судебных разбирательств. Несколько тысяч человек приняли участие в вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Владислава Арзенба. Он проходил в городе Героя Гудаута, на площади, носящей имя первого президента. На импровизированной сцене выступили представители руководства страны и района, родители погибших воинов, люди, близко знавшие первого президента. Свое искусство собравшимся представили творческие коллективы района и известные эстрадные артисты республики. В завершении вечера в небо взвились 70 светящихся шаров. На сегодня это все. Смотрите нас на следующей неделе. До свидания.